Новый маршрут теперь свяжет Ингушетию с Карелией. В республику, расположенную на северо-западе страны, богатую лесами, озерами и реками, теперь можно будет добраться в течение нескольких часов. Инициатива организации нового рейса поступила от Республики Карелия. Сюда с визитом прибывал министр экономического развития Республики Карелия. И также вы знаете, наверное, что руководством наших республик было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Карелия и Республикой Ингушетия. Оно затрагивает многие вопросы, в том числе туристические, социальные, экономические и многие-многие другие. И вот в рамках этого соглашения было решено открыть рейс. Пока рейс запланирован на 3 летних месяца. Авиаперевозчиком выступит компания «Северосталь». Время пути для пассажиров составит не более 4 часов. Самолет будет вылетать из Петрозаводска, столицы Карелии, в 8 утра и уже в 12 приземлиться в аэропорту Магаз. В обратном направлении вылет запланирован на час дня. В воздушную гавань столицы Карелии самолет прибудет в 5 часов вечера. Продажа билетов уже стартовала и вызвала немалый интерес у жителей республики. Карелия тоже туристическая республика, да, у них очень красивые места, они тоже очень Во-вторых, у них там есть рабочие места, то есть, которых у нас здесь дефицит, то есть можно рассматривать и вопрос как трудоустройства нашего населения. Ну и самое главное, что интерес с их стороны на Кавказ. Да, и я вам скажу, что это не первый регион России, который проявляет интерес. Развивающаяся инфраструктура, красивая природа горного края и гостеприимство жителей республики ежегодно увеличивают и турпоток. В связи с этим в регионе открывают новые дополнительные авиарейсы. Так, в прошлом году запустили авиасообщения в Тюмень, Самару, Сочи и Санкт-Петербург. В прошлом году, вы знаете, были рейсы Тюмень. Да, очень много людей хотели Нижневартовск, Самара, очень хороший у нас показал спрос, Санкт-Петербург, но он сейчас летает. А сейчас ситуация вышла такая, что мы подали на комиссию Минтранса России, мы подали 3 рейса, да, это Самара, Тюмень, Нижневартовск. Нам утвердили только один, пока Нижневартовск. Мы будем еще дальше продолжать эту работу. Еще одно нововведение для пассажиров аэропорта Магаз – амбулаторный лифт. Специальный подъемник, предназначенный для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, появился в аэропорту с февраля. Новый транспорт заметно облегчил работу и сотрудникам воздушной гавани. Это большое подспорье для нашего аэропорта. И мы рады, что мы его сегодня приобрели. Но нам в этом помог наш земляк, меценат Гуцериев Михаил Саурбекович. Приобретение этого амбулифта. Пассажиры маломобильные, носилочные больные, это нам облегчает работу. До этого мы поднимали вручную, нанимали работников, снимали с других служб, с участков людей. Пассажиры довольны? Очень даже довольны. Это сегодня и прибывающим пассажирам, убывающим пассажирам мы уже сегодня и по времени экономим время. Первый вылет авиарейса в Карелию запланирован на 8 июня. Стоимость билетов начинается от 5900 рублей. В этом году полеты по маршруту Петрозаводск-Магаз субсидирует Карелия, а в следующем уже Ингушетия. Рейсы будут выполняться по четвергам, раз в неделю. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.